Здесь жить. Без определенного места жительства? Да. Как вот так получилось, что вы остались без дома? Получилось. Я 2 мужей потеряла. А как вот случилось, что вы оказались на улице? Как так произошло? Вот я смотрю, вы молодой. Чтоб дети знали, я скажу, пить меньше надо. Меня зовут Александр. У вас есть где проживать? Вот как вы существуете? Сейчас пока негде. Как вы зарабатываете? Сплю под домом. Вы бы хотели работать? Так не отказался. Что вам мешает? Нам мешает, не знаю, но такой образ жизни нам мешает. Безысходность. Вот что нам мешает. Вы пробовали трудоустроиться? Пробовал, не взяли. Да, конечно, безусловно, на данный лист поступают жалобы, заявления неоднократные, в которых мы принимаем меры в рамках своей компетенции, доставляя их в территориальные отделы полиции, если на то имеется основание. Вот. Ну и, к сожалению, закон таков, что более 3 часов, если не было какого-либо серьезного правонарушения или преступления, мы их содержать не можем. Задача моя, как уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, сегодня, сигнализировать в органы власти о тех проблемах, которые есть, и при этом тоже заручиться поддержкой гражданского общества, потому что мы ведь действительно знаем, что проблема тех же лиц без определенного места жительства, работы, она стоит годами. Как с 90-х годов была, я в 90-х годах жила в 17-м квартале на улице Пионерская. Я жила в этих условиях со своей семьей, с маленьким ребенком и видела, конечно, как соседи, в общем-то, живут трудно, и при этом они спиваются, поколениями спиваются. Поэтому, собственно говоря, если мы об этом не будем замалчивать, будем об этом говорить, то часто все-таки как-то нетерпимость общества к проявлениям алкоголизма, это имеет место быть. Нейтрально. Как вы считаете, надо ли им помогать? Надо. А кто должен этим заниматься? Может, какая-то служба должна быть? Служба должна быть. Да. В республике или в городе Якутске. То это уже будет этим заниматься государство. Очень плохо отношусь. Не люблю, когда стариков попрошайничают. Скажите, пожалуйста, а нужно помогать таким людям? Я думаю, надо работать. Нужно ли помогать таким людям? Нужно, конечно. От них же родственники отказываются. Государство, наверное, должно. У нас же есть где-то дом для таких людей. В Америке есть такие дома, а у нас нет. Что-то нужно придумать для таких людей. Если этим заниматься, то, наверное, муниципалитет. Конечно, нужен какой-то приют им. Их надо куда-то привозить, отмывать, кормить и помогать им устраиваться на работу. А кто должен этим заниматься? Государство. Но всякое же бывает. Нужно ли помогать? Надо помогать, конечно. А кто должен этим заниматься? Люди, работающие с обеспечением. Вообще они беспорядок, конечно, делают. У нас под балконом там мы в отпуске были, говорит, бичи околачивают, сейчас мусор лежит. Кто должен заниматься? Наверное, местное руководство, кто должен. Как-то их заставить работать. Какое-то специальное им жилье отдельное, пускай работает учреждение. А данной категории лиц нужно ли помогать? Я считаю, что да. А кто должен этим заниматься? Начиная с администрации и заканчивая, наверное, людьми. Если человек, понимаете, есть надежда, что он может поправиться, то нужно помочь. А кто должен этим заниматься? Мэрия. Помните, их всех забирали
увозили на остров, и они там работали. А сейчас это никто к этому так спустя рукава относится, как будто ничего не происходит. Ну, они сами себе такую жизнь выбрали, если как разобраться. Не поможешь, они тут же пойдут и наберут себе спиртного. Уже сколько раз было. Ну, хотелось бы, что этот вопрос, конечно, нужно решать, потому что на улице очень много попрошаек и все прочее. Так жалко смотреть. И с другой стороны, я одному человеку задавала вопрос, парень сидит. Я ему говорю, ну, а на работу устроиться разве нельзя? Сидишь молодой. А он говорит, что его не берут на работу. Зачастую выходит, что лица без определенного места жительства и занятий, как правило, оказываются выброшенными за борт современной жизни. Они без крыши над головой, а значит без средств к существованию. А на работу официально устроиться без прописки практически невозможно. Ну так с такой жизнью, как ты себе представляешь, спать на улице? Ты представь, что это такое? Если бы это жуть, понимаешь, это жуть. Это не романтика какая-то, это жуть. С ума сойдешь, понимаешь? Если бы у вас была да невозможно так. Просто, а? Если бы у вас была возможность вернуться, вы бы воспользовались этой возможностью? Так а ты думаешь, я что, вообще дурак? Я на дурака похож? Похож на дурака, нет? На дебила я похож. Естественно, я зацеплюсь за какую-то, в любую возможность, если какая-то будет, но реальная возможность. Как правило, пополняют ряды бездомных лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Они также не имеют постоянного места работы, отсутствие дома, отсутствие средств существования. Этот факт является одной из причин повторного совершения ими преступлений. В текущем году практически каждое 4-е преступление в республике совершено гражданами, ранее судимыми. Сейчас идет вопрос, скажем так, системной амнистии тех людей, которые находятся в местах лишения свободы. О чем идет речь? Сегодня у нас в республике Саха-Якутия были 400 граждан, освобождены из мест лишения свободы. Значит, из них по городу Якутску у нас 118, и по данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний только 3 доехали до муниципальных районов. На сегодняшний день те применение коэффициентов по зачету пребывания в местах лишения свободы, которая проводится сейчас в системе уголовно-исполнительного наказания, а работа по направлению документов тех лиц, которые содержатся в местах лишения свободы, должна быть завершена до 1 сентября текущего года. Значит, решением судов по каждому гражданину будут приниматься решения по освобождению или по зачету нахождения в следственном изоляторе срока в общий срок наказания. А сегодня мы имеем цифры такого характера, что уже по 5 гражданам суды приняли решение. Из них по 2 принято решение освобождения уже из мест лишения свободы. Это касается колонии общего режима и касается колонии поселений. По 3 зачетам изменен срок нахождения в местах лишения свободы. Поэтому на самом деле, конечно, эта ситуация говорит о том, что органы власти и республики, и органы местного самоуправления должны принять меры на упреждение. Мы с вами понимаем о том, что из тех граждан, которые вышли из мест лишения свободы, не все имеют устойчивое такое, вот, скажем, отрицательное отношение к полезному труду, а есть и люди, которые действительно могли бы вернуться к нормальной жизни. Поэтому органы власти, как я уже сказала, республики, местного самоуправления должны быть готовы принять такие организационные меры для того, чтобы граждане, мы с вами, чувствовали себя защищенно и спокойно. Государственный орган, уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия, и его аппарат инициировали акцию «Путь к дому», цель которой является выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и социализации, оказании адресной помощи. Обращение к жителям города Якутска. Просьба сообщить о гражданах, не имеющих постоянного места жительства и работы, ведущих асоциальный образ жизни, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в помощи, желающих стать на путь исправления.
Информацию сообщать по телефону 8 914 2 749 911 с 20 по 24 августа с 10 до 17:00. 25 августа в 2 районах города, а это район автовокзала и Крытого рынка, будут установлены палатки, где люди без определенного места жительства смогут спокойно получить помощь, такую как помощь в восстановлении утраченных документов, психологическая помощь, восстановление связи с родственниками, горячая еда. В случае, если среди тех, кто в этот день обратится в пункт, будут желающие изменить свою жизнь, им будет оказано содействие, чтобы попасть в социальное реабилитационное место временного проживания. Акция будет считаться успешной, если хотя бы один из них обретет надежду и поверит в свои силы для возвращения к нормальной жизни. Чем? Через акцию «Путь к дому» добиться того, чтобы, во-первых, провести определенный, скажем так, медосмотр. Медосмотр какого характера? Ни для кого не секрет, что у нас свободным образом среди нас находятся люди, которые болеют открытой формой туберкулеза. Эта проблема есть. Сегодня с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия достигли такого понимания, договоренности, что флюоромашины у нас будут работать 25 августа с 10 утра, там по очереди. Вначале, возможно, это будет открытый рынок, автовокзал или наоборот. Потому, чтобы взять, тоже можем было взять анализ. Желающий гражданин мог восстановить свои документы. И, конечно, сразу так оперативно понимая, что не всегда такие граждане у нас имеют возможность, так скажем, есть по-человечески, то будет организовано горячее питание. Поэтому мы хотим еще раз акции «Путь к дому» привлечь внимание общества, внимание властей и Республики Саха-Якутия, и органов местного самоуправления, общественных организаций, других институтов гражданского общества к проблеме, к тому, что у нас действительно надо помогать тем людям, которые вышли из мест лишения свободы. Их большинство есть среди тех людей, которые ведут социальный образ жизни, которые желают вернуться в нормальную жизнь. Если вы знакомы с человеком, который оказался в такой ситуации, расскажите ему, что 25 августа в районе автовокзала и Крытого рынка будут работать пункты, которые помогут изменить его жизнь. 25 августа в 2 районах города, а это район автовокзала и Крытого рынка, будут установлены палатки, где люди без определенного места жительства смогут спокойно получить помощь, такую как помощь в восстановлении утраченных документов, психологическая помощь, восстановление связи с родственниками, горячая еда. В случае, если среди тех, кто в этот день обратится в пункт, будут желающие изменить свою жизнь, им будет оказано содействие, чтобы попасть в социальное реабилитационное место временного проживания. Путь к дому. Путь к дому.